Гагаузская делегация побывала в Российской Федерации с 1 по 8 марта. Глава Гагаузии Евгения Гуцул приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, а также встретилась с президентом и представителями власти Российской Федерации. В ходе брифинга Башкан Гагаузии подвела итоги визита гагаузской делегации в Российскую Федерацию, отметив, что российская сторона выразила готовность в поддержке гагаузской автономии в отстаивании своих прав и полномочий. Были содержательные переговоры с Сергеем Кириенко и Валентиной Ивановной Матвиенко. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выразил полную поддержку в борьбе нашей автономии за наши законные права и полномочия. Хочу сказать большое спасибо за их прием, за их отношение и уважение к гагаузскому народу и Молдове. Премьер-министр Республики Молдова Дарин Ричан прокомментировал визит главы гагаузской автономии Евгении Гуцул в Россию. Мы продолжим идентифицировать людей, которые подрывают государственность Республики Молдова. Я и граждане нашей страны ждем, чтобы лица, которые работают против государства, против граждан, предстали перед законом. Российская Федерация является давним партнером гагаузской автономии. Глава Министерства иностранных дел Михаил Попушой в свою очередь считает, что в Гагаузии необходимо больше продвигать европейские ценности. В Гагаузии у нас, к великому моему личному сожалению, недостаточная политическая поддержка. Но в том, что касается большей или меньшей поддержки, надо сотрудничать с нашими гражданами в Гагаузии. Мы очень открыты к тому, чтобы пытаться продвигать те ценности и те материальные блага, если хотите, которые предоставляет Евросоюз. И на самом деле Гагаузия за последние несколько лет очень много помощи получила от Евросоюза и других партнеров. Есть лишь дефицит осознания и понимания этой помощи. Позицию представителей республиканских властей прокомментировал председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. Я слышал высказывания господина Ричана. К сожалению, неприятно даже такие напоминания слышать. Но я хотел бы просто посоветовать, и не только ему, а руководству нашей республики, не паниковать по тому вопросу, что руководство Гагаузии встречается с какими-то из руководителей каких-то стран. Я хочу сказать, что мы, когда встречаемся, цели у нас свои личные интересы не защищать. Мы встречаемся для того, чтобы помочь нашим жителям хоть немного. Председатель постоянной комиссии по юридическим вопросам Народного собрания Гагаузии Александр Дюльгер считает, что, представляя интересы граждан Гагаузии в различных государствах, глава Гагаузии выполняет свои должностные обязанности в рамках закона. Хочу сказать, что Башкан выполняла свои функциональные обязанности в соответствии с законом. Башкан имеет право полномочия посещать государство и заключать торгово-экономические соглашения. У нас ранее между Гагаузией, из предыдущих Башканов, были заключены межрегиональные связи, различные договора были в гуманитарной сфере, социально-экономической сферах с субъектами Российской Федерации. На основании этого и Башкан дальше продвигает эту повестку и выполняет свои функциональные обязанности в соответствии с законом. И Турции посещает, Турецкую республику и другие республики. Башкан работает в интересах граждан, потому что социально-экономическое развитие предполагает такое сотрудничество и заключение соглашений, встреча с лидерами с других государств. Поэтому здесь ничего такого необычного нет. И очень хорошо, и народ Гагаузии поддерживает Башкана в этом. Хочу сказать, что нет такой статьи в Уголовном кодексе, и нет такого закона, который бы препятствовал официальным лицам, такого уровня Башкану, премьер-министру, в том числе и другим чиновникам, допустим, в рамках закона, в рамках компетенции, заключать соглашения, посещать другие государства и заключать какие-то торгово-экономические соглашения в гуманитарной сфере. Это нормальная, обычная работа должна быть каждого руководителя. Политический обозреватель Валерий Асталеп считает, что право человека двигаться, ездить, выражать свое мнение, контактировать с кем угодно на земле никем и ничем не ограничено. Тем самым молдавские политики нарушают основные права человека. Я слышу заявления молдавских политиков, не только касающихся Гагауза, я слышу это касающихся вообще граждан всех
всей нашей страны, которые выходят за рамки не просто здравого смысла, они, в принципе, нарушают законы, потому что не только молдавские. Право человека двигаться, ездить, выражать свое мнение, контактировать с кем угодно на земле никем и ничем не ограничено. Автономия – это очень важная часть нашей страны, но они, как видите, они не ограничиваются только автономией. Они приходят, в принципе, на всех граждан нашей страны, независимо от того, где они находятся, когда они нам запрещают ездить, куда мы хотим, говорить, высказывать мнение. Поэтому, конечно, я это называю очень коротко. Это конвульсии перед потерей власти. Заместитель начальника Главного управления внешних связей АТО Гагаузия Юрий Кузнецов подчеркнул, что высказывания политиков из Кишинева являются ничем иным, как политическими капризами. Делегация провела ряд конструктивных встреч, основной целью которых было поддержание традиционных связей и реализация новых проектов исключительно для блага жителей Гагаузии. Сегодня, я думаю, каждый здравомыслящий человек четко понимает, что данного рода высказывания являются ничем иным, как политические капризы. В ходе брифинга, посвященного визиту гагаузской делегации в Российскую Федерацию, глава автономии сообщила, что и дальше будет отстаивать позицию Гагаузии. Алена Терзи, Александр Глеков, Ирина Резунец, ГРТ Новости.